В эфире «Итоги дня». Расскажем о самых интересных событиях за сегодня. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. И вначале коротко об основных темах. Айсан Николаев проверил реализацию национальных проектов в Якутии. В ходе совещания он поручил членам правительства усилить контроль за выполнением поставленных планов. В Алекминске открыли новый городской парк. Детский хореографический ансамбль из села Кыллах стал лауреатом фестиваля конкурса в Москве. Расскажем о главных событиях Алекминского района. Россия – страна со знаком качества. Под таким девизом проводятся мероприятия в Российской Федерации, приуроченные к Всемирному дню качества. В музейном комплексе «Россия. Моя история» открылась выставка «Золото рядом», приуроченная к столетию золотодобычи в Якутии. Подводя итоги, лучших якутских спортсменов года будут чествовать на бале чемпионов 2024. Айсан Николаев проверил реализацию президентских национальных проектов в Якутии. В ходе совещания он поручил членам правительства усилить контроль за выполнением поставленных планов. Айсан Николаев также распорядился подготовить новые параметры программ сокращения аварийного жилья и строительства дорог на последующие годы. Также рассмотрел исполнение госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Всего в текущем году в Якутии в рамках национальных проектов запланирован ввод 27 объектов, включая школы, водоочистные сооружения, медицинские и спортивные объекты, дома культуры, мостовые переходы и дороги. Общая сумма предусмотренных средств составляет 47,43 миллиарда рублей, из них 32,98 миллиарда из федерального бюджета. В федеральную программу развития 16 опорных населенных пунктов арктической зоны России включена агломерация Тик-Синайба. По поручению президента страны Владимира Путина для улучшения условий проживания граждан и повышения доступности социальных услуг разрабатываются мастер-план и комплексный план долгосрочного социально-экономического развития на период до 2035 года агломерации Тик-Синайба. Айсан Николаев принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению Северный морской путь и Арктика. На совещании рассмотрели предложения по развитию Северного морского пути и по реализации мероприятий мастер-планов опорных арктических населенных пунктов. Военнослужащий из Якутии передал Айсану Николаеву захваченный в зоне СВО дрон. Боец с позывным «Чех» прибыл на родину в отпуск. От имени бойцов из Якутии он поблагодарил главу республики за оказываемую военнослужащим помощь. В свою очередь Айсан Николаев поблагодарил бойца за военную службу, самоотверженность и мужество, проявленные при выполнении боевых задач. Участник СВО был мобилизован и служит в бригаде спецназа ГРУ. Участвовал в создании полигона беспилотных летательных аппаратов. За выполнение боевых задач в зоне СВО боец награжден медалью Жукова. Уже несколько лет компания «Алроса» взаимодействует с Фондом развития инноваций в Якутии, поддерживая и развивая проект резидентов IT-парка «Якутск». «Алроса» намерена продолжить свое сотрудничество в области информатизации и цифровизации с якутскими разработчиками. Об этом компания заявила на форуме «Цифровой алмаз». О чем говорили на полях форума и по какому курсу идет развитие, расскажет Даяна Федорова. Уникальный способ коллаборации корпораций и стартапов позволил успешно внедрять в жизнь проекты. Именно так назвали сотрудничество «Алроса» с Фондом развития инноваций Якутии. В прошлом году «Алроса» вложила 100 миллионов рублей в поддержку инновационного и цифрового развития республики. Благодаря поддержке алмазной компании запущено уже 10 проектов, направленных на импортозамещение программного обеспечения не только для алмазодобывающей отрасли. Стараемся их поддерживать не только, скажем так, в навыках и культуре разработки ПО, но и в области управления проектами. Соответственно, совместно ищем идеи внутри контура «Алроса», потом пытаемся реализовать эти проекты с помощью резидентов фонда, ну и успешное решение имплементируем в контур «Алроса». О проектах в области медицины, авиации, производства рассказали сами резиденты IT-парка. Одним из первых успешных стартапов, завершенных в этом году, эксперты посчитали систему мониторинга эффективности авиадвигателей «Хорус». Этот успешный проект будет использоваться в российских авиалиниях. Сейчас идут переговоры по внедрению ряд компаний, в которые тоже заинтересовались этим программным обеспечением. В том числе летом мы презентовали этот проект Владимиру Путину, получили очень высокую оценку и поручение от него Мишустину по тиражированию, развитию этой системы и в том числе на иностранные рынки. В
В продолжении успешных взаимоотношений Алроса подписала меморандум о сотрудничестве с Мининноваций Республики, который предполагает объединение интеллектуального потенциала и усилий, организационных, технических и административных ресурсов, а также возможностей для совместной деятельности в сфере информационных технологий. В прошлом году, в 2023, мы получили пожертвование в размере 100 миллионов рублей от компании «Алроса», и это позволило нашему местному бизнесу получить доступ к задачам «Алроса», ну и самое главное, предложить свои решения. У нас уже ряд проектов, которые исполнены, уже внедрены, и они масштабируются на другие корпорации. Поэтому наш фокус – это корпоративный сектор. Подписание меморандума позволит укрепить сотрудничество «Алроса» с якутскими IT-компаниями, которые активно развиваются уже несколько лет. В их совместном портфеле уже 10 проектов в различных сферах. «Алроса» намерена и дальше поддерживать развитие высокотехнологичного предпринимательства и инноваций. Главная позитивная новость этого года – у нас первые участники проекта вышли не просто на реализацию информационных систем, этих продуктов, но и на уже финансовую отдачу. То есть продукты стали успешны не только внутри «Алроса», но и вышли на внешний рынок, пользуются спросом. Система оцифровки анализа работы горной и карьерной техники, нейронные сети и модели машинного обучения по задачам цифровой лаборатории «Алроса» – это лишь часть проектов, которые активно разрабатываются и внедряются в жизнь. Алмазодобывающая компания совместно с правительством создают те решения, которые развивают ключевые отрасли экономики Якутии. И эта работа будет продолжена. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Вопрос о 13-й пенсии волнует многих пенсионеров России и, в частности, Якутии. Ранее с предложением внести законопроект о ежегодной выплате пенсионерам выступил вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов. Он отметил, что актуальность данного законопроекта, так как он поможет наименее защищенным слоям населения, доходы которых не успевают за темпами роста цен. Как отмечают в отделении Социального фонда России по Якутии, на данный момент официального указа для выплат 13-й пенсии нет. Кроме того, самого термина «13-я пенсия» в пенсионном законодательстве не существует. Соответственно, информация, распространяемая в мессенджерах, в социальных сетях, о данной выплате не соответствует действительности. Просим граждан доверять только достоверным источникам информации. За актуальной информацией и новостями в сфере пенсионного законодательства следите на сайте отделения Социального фонда России по Республике Саха-Якутия. Выбор профессии – выбор будущего. Помочь разобраться в мире профессий девятиклассникам поселка Биркакит предоставила возможность местная модельная библиотека, организовав большое профориентационное мероприятие. На нем побывали и наши коллеги. Построишь ли мост от Луны до Земли, может, ты станешь железо ковать. Тысячи тропок готовит судьба, сотни загадок в запасе хранит. Какой она будет, тропинка твоя? Это тебе доказать предстоит. Программа мероприятия стартовала с увлекательной презентации богатого мира профессий, мини-теста на профориентацию и живого общения со школьниками. Затем приглашенные спикеры рассказали о прелестях своей профессии и поделились своим трудовым опытом. Выбрала я профессию акушерки. Ну, может быть, спонтанно, может быть. И до сих пор считаю ее одной из самых, даже где-то романтичных, если это слово применимо к медицине. Когда рождается ребенок, это действительно чудо, которое ни с чем нельзя сравнить. Ты чувствуешь ответственность за здоровье этого малыша, за здоровье матери, и это все ложится на тебя. Поэтому даже средний медперсонал имеет большое значение. Здоровое общество – это общество с будущим. На профориентационном мероприятии за один урок ребята смогли пообщаться с представителями сразу 5 различных профессиональных сфер – медицины и прокуратуры, РЖД и МЧС, журналистики. Сотрудники библиотеки проводят встречи подобного рода не первый раз и уверены, что это большая помощь будущим абитуриентам в самоопределении. 27 ноября этого года будет у нас маленький юбилей, 5 лет, как получила наша библиотека статус модельной. Первой модельной библиотеки в Республике Саха-Якутия в рамках национального проекта «Культура». За этот период, за 5 лет,
нам удалось значительно повысить посещаемость библиотеки и количество мероприятий. Кроме того, в библиотеке собрана большая тематическая подборка книг, где можно детально узнать о многих профессиях. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Алекминске открыли новый городской парк. Детский хореографический ансамбль из села Кыллах стал лауреатом фестиваля конкурса в Москве. Эти и другие новости Алекминского района в дайджесте новостей, подготовленном нашими коллегами. Теперь жители Алекминского района, а конкретно Тяньского и Бескёльского национальных наследов, смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом, что, несомненно, принесет им большое развитие. Свой весомый вклад в развитие и социализацию Алекминского района внесла золотодобывающая компания «Нордголд», профинансировав значимый проект и обеспечив интернетом 2 труднодоступных наслега. Подрядчиком выступила республиканская компания «Арттелеком», выполнив работы качественно и быстро. Тяня на связи, Бескёль на связи. Кстати, в ближайшие дни состоится пуск ВОЛС еще в одном отдаленном наслеге – Токинском. Я благодарю компанию «Нордголд» за правильные подходы, социальную ориентированность. Благодаря прошлогодним нашим договоренностям сегодня появился высокоскоростной интернет в наших удаленных наслегах Алекминского улуса. Уверен, что и дальше сотрудничество между республикой и Нордголдом будет идти также конструктивно для того, чтобы жители нашего Алекминского улуса, на территории которого добывается золото компании Нордголд, полностью чувствовали на себе пользу именно от работы этой крупнейшей российской корпорации. Ну а сейчас мы хотим поделиться с вами замечательными новостями. Буквально недавно детский хореографический ансамбль из маленького села Кыллах стал лауреатом 1-й степени в 8-м всероссийском фестивале-конкурсе Moscow Art Star. Детский хореографический коллектив АЛГ давно известен и любим в Алекминском районе, а теперь ребята смогли покорить новую высоту в Москве. Их с нетерпением ожидают дома, чтобы поздравить с победой. А вы когда-нибудь были в Алекминском парке? Если нет, то предлагаем его посетить. Буквально недавно там состоялось открытие, и это был очень яркий и незабываемый праздник. По разговорам, Алекминский парк начал свое существование в 60-х годах. До сих пор он привлекает взгляд растительностью. Здесь проведена большая работа, стильное освещение нескольких видов, удобные пешеходные дорожки, скамейки, сцена, кафе и, конечно же, детская площадка. Проект называется «Возрождение городского парка», потому что когда-то это была главная такая точка притяжения всех алекминчан. Надеюсь, что сейчас он станет снова таковым. Здесь мы постарались отобразить все желания наших жителей, которые проектировали вместе с нами этот парк. Мы также использовали в архитектуре старые фотографии, даже входная группа, она сделана по фотографии, как была раньше, малоархитектурные формы. Здесь же мы сделали кафе, которое будет радовать алекминчан горячим чаем и вкусной выпечкой. Вот. Ну, хорошая детская функциональная площадка, спортивная площадка, экотропы. В общем, все то, что хотели алекминчане, мы постарались сделать. В дальнейшем, конечно, мы надеемся, что парк будет развиваться. В Мирнинском районе этим летом перевыполнили план заготовки корма для крупного рогатого скота. Несмотря на то, что Мирнинский район является промышленным, сельское производство в Алмазном крае для многих давно является привычным делом. По данным районного управления сельского хозяйства, поголовье крупного рогатого скота по всем хозяйствам сегодня составляет 750 голов. Поголовье лошадей около 350.
Этим летом по району было заготовлено 743 тонны сена и заложена силоса более 2000 тонн от доведенного плана Министерства сельского хозяйства республики. По району критически не хватает угодий, потому что большая часть территорий – это лесной фон. Поэтому ежегодно стараемся расширять сельскохозяйственные угодья путем культуртехнических работ. Поэтапно планируем также культуртехнические работы в населенных пунктах село Арылах Чонынского наслега, в селе Сюльдюкар Садынского национального эвенкийского наслега и село Тасюрях Батубинского наслега. Россия – страна со знаком качества. Под таким девизом проводятся мероприятия в Российской Федерации, приуроченные к Всемирному дню качества. Его в стране отмечают, начиная с 1989 года. В День качества принято благодарить работников и сотрудников различных организаций, которые качественно выполняют свою работу. Традиционно в рамках недели качества проводятся активности по всей стране. Выставки, экскурсии по предприятиям, круглые столы, мастер-классы и семинары, где работники повышают уровень своих навыков. Задача Дня качества – заложить стремление к качественной работе на всех уровнях – в учебе, в работе и, более того, спасении жизней. Качество в медицине – это залог обеспечения граждан эффективной, безопасной и доступной медицинской помощью. Руководство Национального центра медицины реализует политику качества с 2021 года. В 2022 году мы первыми в республике получили национальный сертификат качества Росздравнадзора. И с прошлого года, являясь центром компетенции, проводим работу с республиканскими больницами по внедрению системы менеджмента качества. Стратегической целью Национального центра медицины является формирование культуры здоровья и культуры безопасности в Республике Саха-Якутия и за ее пределами. Тем временем вопросы производства качественной сельхозпродукции стали главной темой круглого стола, который проходит в Минсельхозе региона. В нем участвуют руководители перерабатывающих предприятий и студенты АГАТУ. С каждым годом требования к заготовке продукции повышаются. Так, со следующего года в лабораториях будут делать уже более 30 анализов на каждую продукцию. Также будут реализованы новые ветеринарные требования. Все эти работы направлены на повышение качества. Об этом работники Центра пищевых технологий объясняют не только взрослому населению, но и проводят беседы и встречи в общеобразовательных учреждениях. Очень интересно, очень хорошо слушают, особенно вот эти школьники. Они очень восприимчивы, и они очень правильно это принимают. Это, правило, будем говорить, правильное питание. Да? По части вот у нас этих два вуза, агротехнологический университет и Якутский сельхозтехникум тоже очень хорошую работу привели. И в этом году даже мы агрошколы, близлежащие агрошколы, Хататские, Улынские, тоже привлекли. Так что работа идет. В музейном комплексе «Россия. Моя история» открылась выставка «Золото рядом», приуроченная к столетию золотодобычи в Якутии. На выставке можно узнать историю золота, как оно влияло на развитие человечества, в каких условиях добывалось и добывается сейчас. Одним из первых на выставке побывал мой коллега Александр Хавренко. Золото – драгоценный металл, который сопровождает человечество на протяжении практически всей истории. И интерес к нему не пропадает тысячелетиями. На выставке «Золото рядом» можно поближе познакомиться с историей добычи, обработки и использования благородного металла. Конечно, мы знаем, что где-то там копают золото. Но на самом деле за этим стоят конкретные люди. И очень важно, что этот процесс, на самом деле, он очень интересный, очень технологичный. Можно понять, что как каждый себя может найти, например, в этой профессии. С удивлением узнает, что золото есть у каждого из нас, кто даже держит сейчас в руках, будь то микрофон, планшет, телефон, потому что многие микросхемы сегодня содержат этот драгоценный металл, и вот эти интересные истории можно проследить здесь на выставке. Выставка уже побывала в Красноярске, в Иркутске и добралась до нашего города. Компании было важно, чтобы в Якутске она открылась именно в год столетнего юбилея золотодобычи в Якутии. Ведь кроме познавательной и социальной составляющей, выставка также несет в себе и профориентационную миссию.
Мы рассказываем о том, специалисты каких профессий востребованы в нашей отрасли. Для нас важны не только геологи, маркшейдеры, буровзрывники, инженеры-гидрометаллурги. Мы хотели бы видеть среди наших сотрудников тех, кто занимается IT-технологиями, большими данными, цифровизацией производства, автоматизацией производства, экологов, инженеров, отвечающих за промышленную безопасность и охрану труда. Работа выставки рассчитана на полгода, но в случае повышенного интереса со стороны якутян организаторы не исключают возможности ее продления. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. В Якутске состоялось награждение победителей конкурса «100 лучших товаров Якутии». В рамках награждения участники конкурса развернули выставку своих лучших продукций. Разнообразные кондитерские изделия, заготовки, чаи, морсы и пакетированные уха из якутского карася, которую Хатасская агрошкола отправляет участникам СВО. В этом году в конкурсе приняло участие 46 организаций и предпринимателей с 66 наименованиями товаров. Логотип «100 лучших товаров России» стал символом доверия и качества, который потребители ассоциируют с надежностью и высоким уровнем стандарта. Отметим, из года в год участие в конкурсе принимают товаропроизводители, в том числе из Вилюйского, Алданского, Тампонского и Ленского районов. Продукция наших учащихся уха из якутского карася удостоилась высокой награды и вошла в 100 лучших товаров республики и России. Это проекты наших учащихся. Мы являемся агропрофилированной школой, и более 20 тысяч мы доставили нашим бойцам, участникам специальной военной операции. Мы благодарим всех. Лучших якутских спортсменов года будут чествовать на бале чемпионов 2024. Мероприятие пройдет 21 декабря в Центре спортивной подготовки «Триумф». В этом году мероприятие посвящено столетию основателя физкультурного движения в Якутии Николая Тарского и 75-летию первого олимпийского чемпиона по вольной борьбе Романа Дмитриева. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Якутии. По словам организаторов, кульминацией мероприятия станет награждение лауреатов уходящего года и развлекательное шоу с участием ведущих спортсменов Якутии, где они предстанут в совершенно новом амплуа. 3 серебряные и 1 золотую медаль завоевали алданские каратисты в чемпионате и первенстве Приморского края, которые прошли во Владивостоке. Тему продолжит Татьяна Вахнина. 11-классница Лена Болотнова вновь вернулась в привычный режим. Днем школа, по вечерам тренировки в спортивной секции. А чуть ранее в составе алданской команды Лена достойно представила Якутию на дальневосточной площадке. На чемпионате и первенстве Приморского края по киокусинкай во Владивостоке в своей весовой категории девочка заняла 1-е место. Занимаюсь я уже 2,5 года. Пришла я, заинтересовалась этим спортом, решила попробовать. Выступала я во многих городах, 8 кубков у меня. 3 первых, 2 вторых и 2 третьих. В алданскую команду вошли 8 человек. Самому юному участнику соревнований исполнилось всего 8 лет, а старшие спортсмены великолепной восьмерки – студенты политехникума. Навыки боевого искусства ребята продемонстрировали блестяще. В этот раз общая копилка пополнилась как 1 золотой, так и 3 серебряными медалями. Кубок дался тяжело. Бои были тяжелые. В первую очередь получаешь опыт, и потом не страшно участвовать особо на соревнованиях. Уже понимаешь, что и как. Выступала я нормально. Боев у меня было 3. Было довольно несложно. На Беларуси было сложнее. Напомним, ранее студенты политехникума Тимур Джакбаров и Варвара Барзыкина неоднократно становились победителями и призерами как региональных и межрегиональных, так и российских и международных чемпионатов. Для Максима Шамрай завоеванное на последних соревнованиях серебро тоже стало не первым достижением. Максим учится в 6 классе, карате занимается 4 года. А планы на будущее у спортсмена определены? Занимать только 1-е места. Во Владивостоке бои проходили в течение 2 дней. Силами и мастерством на татами померились порядка 650 спортсменов из разных регионов России. В группе дисциплин киокусинкай сразились команды из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Якутии, Забайкалья и Бурятии. Бои были напряженные, ребята постарались отлично, выполнили всю свою задачу. Сейчас еще мы готовимся на Хабаровский край, который состоится 6-7 декабря.
Любые соревнования ценны прежде всего возможностью личностного роста спортсмена. Показав отличные результаты в боях чемпионата, алданцы укрепили собственный спортивный опыт. Прошедшие во Владивостоке состязания явились отборочным этапом на первенство России по карате Киокусинкай. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Юрист рассказал, выгодно ли брать отпуск в декабре и январе. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем менее выгодно брать отпуск. Согласно законодательству, наличие нерабочих праздничных дней и официальных выходных в календарном месяце не влияет на снижение заработной платы работников, получающих оклад. Чтобы узнать, сколько стоит рабочий день в конкретном месяце, нужно разделить месячный оклад на количество рабочих дней. Таким образом, чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость одного рабочего дня, что делает отпуск менее выгодным. Согласно этой логике, январь является самым невыгодным, так как в нем всего 17 рабочих дней. Декабрь в этом плане выглядит гораздо лучше. В декабре 21 рабочий день. Таким уходящий день увидели наши корреспонденты. Мы продолжим следить за развитием событий. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.